начинается с хорошего настроения, да? Давайте посмотрите друг на друг друга и улыбнитесь. И начнем наш урок. Здесь на столе лежат билеты. Возьмите билеты и будем делиться на группы. Будем делиться на группы по QR-коду. У нас будет первая группа. Группа Абай. Вторая группа Пушкин. Те, кому попался билет под номером 1. Первая группа Абай. Вторая группа Пушкин. А те, кому попался билет под номером 2, садитесь на группу Пушкина. Теперь работа по прошедшей теме. На прошлом уроке мы с вами какую тему проходили, ребята? Сакенский символик, да? Теперь вопросы по прошедшей теме у нас будет тест викторина. Сегодня мы будем выполнять необычные задания. У нас проверка домашнего задания, да? На прошлом уроке мы с вами проходили какую тему? Сакенский символик. Давайте. У нас тест викторина. Жизнь и творчество Сакена Сейфуллина. Сейфуллин. Здравствуйте. Сакен Сейфуллин родился 15 октября 1894 году. Хорошо. Молодцы. Так, как звали маму Сакена Сейфуллина? Маму Сакена Сейфуллина звали Жамал. Настоящее имя Сакена Сейфуллина? Расул. Настоящее имя Сакен Сейфуллина Садохас. Правильно, ребята? Да. Выпустивший свой первый сборник. Удана. Выпустивший первый сборник в 1914 году. Правильно? Да. Хорошо, садись. В каком году он получил известность? Ержан. Сакен Сейфуллин получил известность еще до революции в 1950 году, когда вышел его первый сборник стихов «Минувшие дни». Хорошо. В каком году был написан поэма «Кучетау»? Поэма «Кучетау» была написана в 1928 году. Правильно? Да. Хорошо, садись. В каком возрасте был избран председателем Совета народных комиссаров? Ахмарал. Сакен Сейфуллин был избран председателем был в возрасте 28 году. Хорошо. Это у нас теперь мы уже повторили тему. У нас новая тема. Здесь у нас пазлы. Соберите, пожалуйста, пазлы. Давайте откроем нашу новую тему. Соберите пазлы. Для определения темы прочитайте эпиграф. Догадались, о чем будет идти речь на данном уроке? Абай. Прочитайте эпиграф. Бессмертные слова ты оставляешь миру, так можно ли сказать, ты превратишься в тле. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? Про Абая и Пушкина. Да, сегодняшняя наша новая тема Абай и Пушкин. Садитесь. Так, ребята, что мы знаем о творчестве Абая и Пушкина? О творчестве Абая и Пушкина. Абай. Александр Сергеевич Пушкин, русский поэт, драматург, публицист, один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Абай. Абай Хамаев родился 10 августа 1845 года. Он поэт, драматург, философ, мыслитель. Ради напишите сегодняшнее число и тему сегодняшнего урока. Это сегодняшняя наша новая тема Абай и Пушкин. Цель нашего урока – обучать умению выполнять сопоставление, анализ произведений двух поэтов, обогатить и закрепить знания учащихся о жизни и творчестве двух поэтов.
Шестое слово Абая. Качество духовное. Вот что главное в человеческой жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека. Тогда и труд его становится сродни искусству и достаток вместе. 37 слово Абая. Человек – дитя своего времени. Если он плох, в этом виновны его современники. Одиночество – погибель для человека. Мир – безбрежный океан, племя – неутихающий ветер. Первые волны старшие братья, последующие младшие. Таков извечный порядок и у каждого случая. 45 слово Абая. Сущность человека составляет любовь, справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. Учеными и мыслителями становится только тот, кто обладает высшей справедливостью. 16 слово Абая. Казаха не очень заботит его непогрешимость перед Всевышним. Он считает достаточно делать то, что делают другие. И вот он падает на колени, творя молитву, встает и снова бьет поклоны. Так, у нас теперь самооценивание. Будете оценивать свои работы. Смарт-часы. Будете оценивать свои работы по 10-бальным шкалам. Вот. Если вы ответили хорошо, 5 баллов. Ответили очень хорошо, 7 баллов. Слабо, 3 балла. Самооценивание. Так, сегодня мы будем выполнять совсем необычные задания. Сейчас, пожалуйста, посмотрите на экран. Сейчас мы виртуально посещаем музей Абая Кунанбаева. Так, это музей Абая. Виртуально будем посещать музей Абая. Так, сейчас, пожалуйста, посмотрите на экран. Сейчас мы виртуально посещаем музей Абая Кунанбаева. Музей Абая Кунанбаева. Абай родился в 1845 года в ауле Жидебай. Именно в Жидебай в 1940 году открылся музей, посвященный великому Абаю. Теперь у нас необычное задание. Посмотрите на экран. Первая группа и вторая группа. Выходим. По QR-коду у нас задание. Найти слова. Пушкин. Так. Писатель, поэт и Абай. Хорошо, молодцы. Садись. Переходим к следующему заданию. Переходим на следующее задание. Давайте мы с вами сейчас составим кластер. Первая команда Абай, вторая группа Пушкин. Составьте кластер. Наступное слово Абай. Абай – педагог, философ, поэт, писатель, ученый и переводчик. Хорошо, молодцы, садись. Пушкин. Он драматург, народный деятель, публицист, писатель, поэт, философ, композитор. Хорошо, молодцы. Переходим на следующее задание. Викторина по жизни и творчеству великого казахского поэта Абая и великого русского поэта Пушкина.
Назовите сказки Пушкина. Александра Сергеевича Пушкина были написаны следующие сказки. Сказки «Золотые петушки», сказки о Руслан и Людмила, сказки о рыбаке и рыбка и так далее. Молодец, хорошо. Где и когда родился Абай? Абай родился 10 августа в 1845 году. Кто выучил Пушкина русскому языку? Можно я? Пушкина выучил русскому языку Алексей Иванович Богданов. Какой журнал создал Пушкин? Журнал, который создал Пушкин, это «Современник», русский литературный, общественно-политический журнал. Итак, ребята, вы сегодня работали отлично. Пусть каждая команда оценит сам себе. Перед вами лежат таблицы с критериями. Итак, ребята, давайте сделаем вывод с помощью приема принтер. Самооценивание. Стратегия «Что я за птица?» Оценка деятельности учащихся на уроке. Таблица с критериями. Критерии активные. Материал урока, выполнение задания. Вы должны поставить по каждому критерию баллы, затем их прибавить. 3 балла высокая, 2 балла средняя, 1 балл усвоил слабо. А теперь узнаем, что же вы за птицы. Так, вы должны проставить по каждому критерию баллы, затем их прибавить. А теперь узнаем, что же вы за птицы. Сколько баллов у тебя? 8. 8 баллов. Вы орел, да? Для вас открылись тайные знания. Следующий. У меня 9 баллов. Тоже орел, да? Следующий. У меня 9 баллов, я орел. У меня 8 баллов, я тоже орел. У меня 8 баллов, и я орел. Орел. Для вас открылись тайные знания. Дальше. Удана. У меня 8 баллов, я орел. Ярослав. В сумме у меня выходит 8 баллов, и я тоже орел. Итак, ребята, вы сегодня работали отлично. Теперь у нас домашнее задание. Итак, ребята, вы сегодня работали отлично. Написать эссе. Напишите письмо Абаю, напишите письмо Пушкину. Итак, ребята, я хочу вас поблагодарить за сегодняшний урок. Спасибо вам за активное участие. И на этом наш урок закончен. Спасибо, до свидания.